2 тонны лекарств и медицинских средств в Душанбе передали гуманитарную помощь. Помощь из океана. Соединенные Штаты передали Таджикистану средства индивидуальной защиты от коронавируса. Таджикистан получил новую партию гуманитарной помощи. Узбекистан направил в Таджикистан товарные поезда с гуманитарным грузом. Ценный груз. В Таджикистане спасатели снабдили средствами для дезинфекции. Поставка – часть совместного проекта МЧС России и ВОЗ. Содержимого этих коробок хватит на 10 тысяч человек на 3 месяца. Правительство обворовывает собственное государство. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, куда уходят деньги, которые Таджикистан получил на борьбу с коронавирусом. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Начиная с 2015 года в процесс оказания внешней помощи Таджикистану вовлечены уже более 80 стран, в том числе страны-доноры, гуманитарные, международные и неправительственные организации. Согласно данным Комитета содействия по развитию Организации экономического сотрудничества и развития, с 1992 года по 2017 годы суммарный объем официальной помощи Таджикистану в целях развития составил 5 миллиардов 915 миллионов долларов. В эту сумму входят кредиты на льготных условиях, гранты и другая финансовая помощь, полученная от международных финансовых институтов. Даже Камбоджа, одна из самых бедных стран мира, во время коронавируса прислала помощь Таджикистану. Именно в период пандемии международные доноры также не оставили без поддержки Таджикистан. МВФ принял решение о выдаче кредита на сумму 189,5 миллионов долларов. Помимо фонда, срочную неотложную помощь стране оказали также Всемирный банк. Они оказали помощь в 11 миллионов долларов, Европейская комиссия 112 миллионов евро и АБР 52 миллиона долларов и также другие. Этот список достаточно длинный. Данные суммы направляются в качестве бюджетной поддержки через конкретные проекты, направленные на усиление систем экстренного реагирования, поддержки системы здравоохранения, социальной системы и также образования. Как вы считаете, возможно ли, чтобы такие суммы пропадали просто бесследно? И где они, по-вашему, делись? Ведь здравоохранение в стране не сказать, что кардинально улучшилось. Да и образование тоже, ведь детям до сих пор приходится за свои деньги покупать книги. Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. В соцсетях и медиа, как и в таджикском обществе в целом, часто поднимают вопросы целевого использования международной помощи. В качестве примера приводятся случаи, когда врачи и медперсонал вынуждены закупать средства защиты и реагирования за свой счет, несмотря на то, что Минздрав продолжает получать значительную помощь от международных доноров. Также в СМИ приводятся данные, что гуманитарная помощь распределяется среди населения от имени частных лиц и правительственных структур, при том, что на пакетах стоит логотип доноров. Немало случаев, когда препараты и лекарства, поставляемые донорами и международными организациями, напрямую продаются в частных аптеках, что немыслимо. Конечно, в большинстве случаев доказать достоверность этих фактов достаточно сложно, однако массовость обращений и жалоб граждан говорят о том, что проблема действительно актуальна. На этом фоне официальные структуры не предоставляют детальной и прозрачной информации о распределении помощи. Нет системы мониторинга и отслеживания порядка и механизма распределения донорской помощи. И в частности, сколько конкретно помощи получено по всем каналам международных организаций, как и кому она была распределена, кто получил и сколько находится в остатке, каким образом расходуется внешняя помощь, направленная на поддержание бюджета. Вероятнее всего, что где-то ведутся записи о том, куда девается эта помощь, но официальные СМИ не имеют к ним доступа, а правительство не считает нужным делиться этой информацией с народом. Этой проблемой уже заинтересовались даже те, кто поставляет эту помощь и требует от Таджикистана сделать эти процессы прозрачными. Ведь все же они наблюдают за тем, как распределяется эта помощь, и даже у них возникают вопросы. Есть слухи, что эту помощь правительство перепродает неофициально, что действительно на этом наживается, и без доказательств обратного такое мнение имеет место быть. А вы бы хотели узнать, куда деваются такие огромные суммы и почему после них жизнь таджиков никак не улучшается? Свои ответы не забудьте написать нам в комментарии. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!